Добрый вечер. На канале УТРК Чуй. Выпуск вечерних новостей. В студии работает Сымбат Алмазова. Президент Садыр Джапаров подписал закон Кыргызской Республики о внесении изменений в закон о муниципальной собственности на имущество. Задачей принятого закона является создание единообразной процедуры при передаче государственной собственности в муниципальную собственность, так и при отчуждении муниципальной собственности в государственную собственность. Принятым законом внедрены нормы, согласно которым отчуждение имущества, находящегося в муниципальной собственности, в государственную собственность будет осуществляться безвозмездно. Согласие местного кенеша. Россия передала Министерству чрезвычайных ситуаций Кыргызстана вертолет Ми-8 МТВ, сообщил руководитель службы информационной политики администрации президента Дайырбек Орунбеков. По его словам, вертолет был передан МЧС по итогам переговоров президентов Кыргызстана Садыры Джапарова и России Владимира Путина. Отмечается, что в вертолете имеется все необходимое: пассажирские кресла, 2 дополнительных топливных бака, установлен мощный двигатель, кислородный аппарат, медицинский модуль, а также водосливное устройство. Турага Джорку Кенеша Нурланбек Шакиев находится в Нарынской области с рабочим визитом. В частности, Турага посетил среднюю школу имени села Орток Кочкорского района и ознакомился с ее состоянием. Здание данного учебного заведения, рассчитанного на 360 мест, было сдано в эксплуатацию в 1991 году. В настоящее время здесь обучаются 275 учеников. Одной из основных проблем является плохая система отопления, так как электрические конвекторы, установленные 18 лет назад, устарели, и их половина уже пришла в негодность. Предыдущей зимой для обогрева классов пришлось использовать дополнительные средства обогрева. В связи с этим соответствующим ведомствам были направлены письма. Итогом стал проект «Арис» на 4 785 367 сомов. Работы, которые необходимо выполнить в рамках проекта, уже согласованы. В ближайшее время ожидается проведение тендера. Нурланбек Шакиев, сказав, что ученики должны получать знания в теплых классах, потребовал от соответствующих руководителей в скорейшем времени провести все необходимые ремонтные работы. Биринчи маселе жылуулук маселе экен. Жылуулук эми окуучулар биринчи шарт бул жылуу болуш керек, анан таза болуш керек. Эгерде тазалык менен жылуулук болбосо анда кыйын да. Ошону мына азыр губернатор менен да сүйлөштүк, аким менен да сүйлөштүк. Биз тиешелүү жардамдардын баарын беребиз. Ушул окуучуларды кышта üşүтпөй өз убагында бүтүргөнгө толук күчтү жумшайбыз. Также во время встречи с местными жителями, которая проходила в вышеуказанной школе, был поднят вопрос, касающийся детского сада. Учитывая мнение населения, Нурланбек Шакиев предложил руководителям профильных госорганов рассмотреть вопрос о строительстве нового дошкольного учреждения в следующем году. Комитет по социальной политике Джогорку Кенеша рассмотрел и одобрил законопроект о республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов в первом чтении. Депутат Шайлабек Атазов добавил, что при утверждении бюджета для сферы спорта необходимо учитывать, что в 2024 году пройдут Олимпийские игры в Париже, на что заместитель председателя Кабинета министров Адылбек Касымалиев ответил, что выделено 100 миллионов сомов для участия в Олимпийских играх в 2024 году. Председатель Кабинета министров Акылбек Джапаров в рамках рабочего визита в город Абу-Даби провел переговоры с министром энергетики и инфраструктуры, специальным представителем Министерства иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов по вопросам сотрудничества ОАЭ с Кыргызской Республикой Сухейлом Аль-Мазруи. В ходе встречи стороны обсудили широкий круг вопросов кыргызско-эмиратского сотрудничества. Кроме того, участники обсудили деятельность совместного холдинга Абу-Даби Кыргыз Инвестмент, который послужит фундаментом для дальнейшей реализации инвестиционных проектов в Кыргызстане. В данном контексте подчеркнута необходимость ускорения практического запуска совместной холдинговой компании. Далее стороны детально обсудили реализацию проектов в энергетике, гидроэнергетике и развитию возобновляемых источников энергии. В частности, упомянуто строительство компании «Масдар» солнечной фотоэлектрической станции в Иссык-Кульской области. В заключении эмиратской стороне были переданы финальные эскизные расчеты проекта строительства молодежной футбольной
добровольной академии в Кыргызстане. По итогам переговоров достигнута договоренность ускорения всех проектов, имеющих взаимный интерес. В Кыргызстане с 9 по 15 октября было выявлено 14 763 нарушения правил дорожного движения, сообщили в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения. По данным ведомства, из них 189 за управление транспортными средствами без соответствующих документов, 228 за управление автотранспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, 15 за незаконное затемнение стекол автомобиля, 694 за нарушение ПДД с участием пешеходов, 2 случая автохулиганства, 3692 случая превышения скоростного режима, 6741 автомобиль за нарушение правил дорожного движения были водворены на штрафную стоянку. ГОБДД МВД призывает водителей и пешеходов строго соблюдать правила дорожного движения. Село Жаңа-Алыш, 100 лет со дня образования. Юбилейное мероприятие в селе собрало всех жителей, чтобы отметить важные вехи в своей истории. От зажигательных выступлений до трогательных речей праздник запомнился яркими впечатлениями. О жизни села и его обновлениях за последние десятилетия подробнее в нашем следующем материале. В селе Жаңа-Алыш отметили свой 100-летний юбилей. Этот праздник стал особым событием для всех его жителей, внесших свой вклад в развитие родного уголка. Село – настоящая большая семья, где каждый знает друг друга, умеет поддерживать и помочь, сопереживает вместе в радости и горе. За последние десятилетия Жаңа-Алыш пережила значительный подъем, став примером успешного развития. Надеемся, что наши потомки с радостью отметят тысячелетие этого замечательного уголка. Пусть каждый будущий год приносит новые свершения и достижения для Жаңа-Алыша. Главное богатство села – его трудолюбивые жители. Именно они создали прочную основу для будущего, а школа Жаңа-Алыша является неотъемлемой частью этого успеха. Она занимает заслуженное место среди лучших образовательных учреждений страны. К празднику готовились все, от мала до велика. Творческие коллективы подготовили разнообразную развлекательную программу. Организаторы сделали все возможное, чтобы мероприятие прошло на высшем уровне, оставив незабываемые впечатления у всех участников. Мен мектебим бар Жаңа-Алыш орто. Ошо мектебимде мен көп досторум бар. Абдан жакшы мектеп. Менин оюмча деген мен бул айылда деген көп жашагым келип атат. Бул айылды өстүрөм, өнүктүрөм. Мага өзүмдүн айылым абдан жагат. Мен өзүмдүн айылымды эч качан унутпайм, таштандыларды ыргытпайм. Мен өзүмдүн айылым менен сыймыктанам. Биздин айылдан жакшы кишилер абдан көп. Жана биякта тартиптүүлөр да көп. Мага айылым абдан жагат, коз. Программа событий была насыщенной и яркой. Все с удовольствием наслаждались зажигательной концертной программой. За торжественной частью внимательно следили десятки гостей, среди которых были представители муниципальных и местных властей. Основное богатство села – его трудолюбивые жители, стремящиеся к процветанию родной земли. Среди них заслуженные работники и передовики различных отраслей. Пусть Жаңа-Алыш продолжит свой путь к процветанию. Это село является одним из передовых. За это время из села вышли более 20 выдающихся личностей, что является важным вкладом в историю региона. Их достижения – вдохновение для нас всех, призывают к труду и самосовершенствованию. Жителям села желаю долгих лет и благополучия. Со сцены прозвучали множество добрых пожеланий и поздравлений, а также были вручены благодарственные письма и памятные подарки. По официальным данным, население села Жаңа-Алыш превышает 2700 человек и насчитывает более 530 домовладений.
жашоо турмушу айта кетсек абдан жакшы. Жизнь жителей нашего села благополучна и комфортна. Наше поселение продолжает активно развиваться, стремясь к новым вершинам. Сегодняшнее мероприятие проходит при непосредственной поддержке как спонсоров, так и самих местных жителей. Эс алуучу парк ачылган. Машина тракторунун станцияны түздүк акыркы жылкы биздин жетишкендиктерибиз. Село Жаңалыш начало формироваться в 1900 году. В 1922 году село, известное тогда как Атаке, официально обрело свое название Жаңы Алыш. Жаңалыш бул эң алдыңкы. Мы желаем мира и благополучия нашему селу и каждому жителю долгих и счастливых лет. Пусть звучит песня радости и благополучия в каждом доме Жаңалыша. Пусть в сердцах каждого жителя живет чувство гордости за свой уголок. Жаңалыш айылына 100 жылдык болуп атат, эми дагы 1000 жылдык болсун. Сегодня в Жаңалыше царит великолепное настроение. Мы поздравляем всех с юбилеем и желаем, чтобы наше село продолжало сиять веками. Село Жаңалыш имеет развитую инфраструктуру, включая школу, детский сад, дом культуры и фельдшерско-акушерский пункт и многое другое. Экономисттин окуусун окуп, азыр Кемин район салык кызматында 30 жылдан ашык иштеп жатам. Сегодня в селе функционирует школа, детский сад, дом культуры и фельдшерско-акушерский пункт. Все жители села обеспечены необходимой инфраструктурой. За последние 10 лет село активно развивается. Ремонтируются дороги, улучшается освещение улиц, открыт парк отдыха. Для повышения безопасности сельчан установлены камеры наблюдения. Сымбат Алмазова, Кумышбек Куттубеков, УТРК Чуй. Если семья является источником воспитания, то школа является источником образования. Кичикеминская средняя школа имени академика Болотбека Юнусалиева с историей одного века воспитала несколько поколений ученых. Кичикеминская средняя школа была основана в 1921 году и являлась учебным заведением по Кеминскому району, открывшимся сразу после медресе с Шабдан-Батыра. Первоначально школа открылась в углу мельницы, затем он был отремонтирован и обновлен, и до сих пор полностью перестраивался 3 раза. Современная трехэтажная школа была построена в 1977 году на месте нынешней школы, построенной на том же грунте. Наша первоначальная цель еще больше улучшить образование школы. Кроме этого, передать свою историю молодому поколению. Сейчас в школе работают более 40 учителей, из них более 9 отличники образования. Хочу еще отметить, в прошлом году наши ученики показали хорошие результаты. За 100 лет существования школа воспитала 9 академиков, несколько кандидатов наук, писателей, учителей, депутатов и мастеров спорта. Поздравить школу с юбилеем пришли выпускники, которые внесли свой вклад в дальнейшее совершенствование учебного заведения. Даже когда человек умирает, остается дух. Я верю, что Болот Юнусалиев передает детям, которые тут учатся, свой дух и поддержку. Желаю всем учащимся удачи и процветания в школе. Следует отметить, за последние годы в целях снижения потребностей в электроэнергии в здание вложено около 9 миллионов сомов и полностью были заменены трубы отопления. Во всех 3 этажах посредством АРИС мы поменяли санитарно-технические узлы. Сейчас на тендере улучшение фасада. Кроме этого, мы отремонтировали и обновили подвал школы. В школе, носящей имя академика Болота Юнусалиева, сегодня обучается около 600 учеников. Учреждение является одной из ведущих школ Кеминского района, которая сделала большой шаг в будущее по пути, проложенному великими людьми. Айслу Мурзакова, Джумабай Исманалиев, УТРК Чуй. На Камбарадинской ГЭС-2 продолжаются работы по подготовке к осенне-зимнему периоду, сообщает пресс-служба открытого акционерного общества «Электрические станции». Так, на сегодня на КГЭС-2 завершены следующие ремонтные работы. Выполнен капитальный ремонт 3 электродвигателей, завершено техническое обслуживание 4 автомобилей автотранспортного участка, шиномонтажные системы с присоединениями обслужены и введены в эксплуатацию. В настоящее время, согласно годовому графику,
проводятся профилактические работы. Тем временем осуществляется промывка водохранилища. Необходимо отметить, что эти работы реализуют задачу по обеспечению качественной и бесперебойной электроэнергии в осенне-зимний период. Отметим, что по годовому плану завершение ремонтных работ КГС-2 запланировано на ноябрь текущего года. Карагачевая роща – уникальная лесопосадка в городской зоне, основанная в 1883 году. Расположена на площади более сотни гектаров. Это место привлекает внимание своей природной красотой и величием. Студенты Американского университета в Центральной Азии, объединив усилия со школьниками, приняли на себя заботу о будущем рощи. Подробности далее. Сажаем деревья, свыше 3,5 деревьев. Карагачевая роща – парк со 130-летней историей. Здесь произрастает более 50 видов деревьев. Ежегодно в этом парке сажают новые саженцы, расширяя зеленую зону и заботясь о природе. Акция в рамках «Зеленого месяца», проводимая студентами Американского университета в Центральной Азии и школьниками, призвана увеличить осведомленность молодежи о проблемах экологии и природоохраны. Данное мероприятие в основном экологическое и, естественно, социальное, на самом деле. Причем мы гордимся тем, что АУЦА принимает активное участие в этом. Наши студенты, сотрудники, эта природа здесь просто прекрасная, на самом деле, невероятно красивая. Поэтому я считаю, что ее, безусловно, надо сохранить и причем развить, поэтому мы так и делаем. Леса и деревья являются крупнейшим экологическим богатством. Они поглощают углекислый газ и выделяют кислород, значительно улучшая качество воздуха. Студенты и школьники, участвующие в акции, отлично осознают эту значимость. Многие из них регулярно принимают участие в подобных экологических инициативах. Бұл жерге келгеніміздің мақсаты осы экология үшін. Анан кейін біз бұл жаққа бақтарды егіп, аябай көп нәрсе қызықтуу жана пайдалуу нәрсе үйрөнгөн үчүн келдик. Я учусь в 9 Б-классе. Мы пришли с целью экологии, посадить несколько деревьев, разузнать, что за местность, почему она такая и как мы можем ей помочь. В ходе акции в Карагачевой роще было посажено более 300 саженцев. Мероприятие организовано Центром гражданской активности АУЦА совместно с Франко-Кыргызской ассоциацией экотуризма. Мы здесь благодаря охране парка прекратили незаконную вырубку, незаконное строительство, нет выпаса скота, что уничтожало молодые побеги. То есть парк стал за эти годы очень сильно разрастаться. Есть участки, которые стали очень густыми, очень густые участки появились. И я удивлен, насколько быстро, оказывается, природа может восстанавливаться, если дать ей такую возможность. Карагачевая роща не просто парк, а исторический памятник, который относится к особо охраняемой территории. По словам организаторов, подобные инициативы, направленные на укрепление заботы об окружающей среде, будут продолжены. Сымбат Алмазова, Эрмек Кадыров, УТРК Чуй. В Кыргызстане завершается уборка зерновых культур, сообщили в Нацстаткоме. По данным ведомства, по состоянию на 23 сентября текущего года зерновых культур убрано с площади более 5000 гектаров, что на 0,6% больше, чем на аналогичную дату прошлого года. В целом по республике убранная площадь зерновых культур составила около 93%. Из-за аномально высоких температур летом текущего года вегетационный период, валовой сбор пшеницы сократился на 26,5%, ячменя на 32,5%. Температурные колебания в весенний период повлияли на сроки созревания зернобобовых и масленичных культур. Так, по состоянию на 23 сентября текущего года зернобобовых культур убрано с площади 44,3 гектара, что по отношению к соответствующей дате прошлого года на 8% меньше. Масленичных культур с площади 12,8 тысяч гектаров, что на 18% меньше. Наряду с этим, по сравнению с аналогичной датой прошлого года, отмечался значительный рост валового сбора овощей на 8,2%, кукурузы на зерно на 6,5%, бахчевых культур на 4%, картофеля на 3,6% и плодово-ягодных культур на 0,8%. В этом году исполняется 20 лет агроферме «Исмаил», которая выращивает фрукты и овощи на площади
более 200 гектаров и экспортируют их не только внутри страны, но и в соседние страны. Сегодня, чтобы отметить этот особенный день, основатели хозяйства собрали фермеров на одной площадке, поблагодарили их за плодотворный и неустанный труд и подарили праздничное поздравление. Работа фермерского хозяйства «Исмаил» началась в 2003 году с 50 гектаров земли. Малину сажали с самого начала. Кроме этого, снабжали клубникой и черной смородиной ряд крупных компаний. Плоды, отличившимся экологической чистотой и неповторимым вкусом, впоследствии экспортировались в ряд городов соседних стран – Казахстана, Турции и России. Наша цель – объединить всех фермеров и вместе расти. В год мы в 25 городов России и 8 городов Казахстана экспортируем более 4000 тонн нашей продукции. Каждое крупное начинание требует тяжелой работы и упорного труда. Семья, которая только начинала свой бизнес с небольшой площади, также столкнулась с трудностями. Теперь же все процессы от производства коробок для сбора урожая до упаковки и отгрузки полностью выполняется фермой. За время нашей работы, конечно, были очень много трудностей. Это выход в экспорт за границу, на границе с документами в начале. Это были, как говорится, старые. Нам пришлось специализированные, так как не было у нас специализированной тары, вот это ящиков, да, мы привезли это итальянское оборудование и начали выпускать здесь. А до этого нам приходилось с рынка бэушные ящики собирать и везти. Это никак не соответствовало стандартам, требованиям. И вот благодаря выпуску наших ящиков вырос объем продажи по стране, объем продаж этих ягод. Следует отметить, что в Чуйской области большинство фермеров стали заниматься выращиванием клубники и малины. В данный момент каждый фермер передает в фермерское хозяйство «Исмаил» до 3-4 тонн ягод. Сейчас по состоянию наших погодных условий улучшается выращивание малины, черешни, ежемалины, клубники и так далее. Сейчас фермерское хозяйство владеет на аренде 220 гектарами земли. Несмотря на засуху, в этом году они экспортировали 4 тонны ягод. Это хороший показатель. Фермерское хозяйство «Исмаил», открывающее новые возможности для сельского хозяйства Чуйской области, отметило сегодня свое 20-летие. Все фермеры региона собрались на одной площадке. Отметим, многолетнюю работу сельского хозяйства оценило Министерство сельского хозяйства. Айсло Мурзакова, Асылбек Курманалиев, Самаган Таирбеков, УТРК Чуй. Это были итоги дня. В студии работала Сымбат Алмазова. До скорой встречи.